Послание президента Федеральному собранию прокомментировал глава Коми. Владимир Уйба поддержал решение Владимира Путина о создании Государственного фонда поддержки ветеранов спецопераций и семей погибших бойцов. Владимир Владимирович уделил особое внимание вопросам поддержки участников СВО и их семей. Всецело поддерживаю решение президента о создании специального государственного фонда для оказания адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших воинов. Госфонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Структуры Государственного фонда должны уже в этом году заработать во всех регионах страны. В Республике Коми работа в этом направлении уже организована. При Министерстве труда, занятости и социальной защиты действует координационный центр по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. За каждой семьей участников специальной военной операции закреплен куратор из числа специалистов учреждений социального обслуживания населения. Разделяет это мнение и председатель Союза женщин Республики Коми. Как отметила Галина Лапшина, это решение очень нужное и своевременное. Президент не только говорит о человеческом таком внимании, он сказал о создании государственного фонда поддержки семей мобилизованных, погибших воинов и ветеранов боевых действий. И это очень важно, причем этот фонд не говорит о том, что это только денежные какие-то выплаты, это и социальная поддержка, это и поддержка в части здравоохранения, это и поддержка в части, может быть, развития какого-то собственного бизнеса. В общем, он сказал о том, что в этом вопросе мы должны быть все вместе, помогать и отдавать долг этим людям. Также Владимир Путин поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода без учета времени на дорогу. Это то, о чем в первую очередь просили на каждой встрече семьи наших защитников. На сегодняшний день, я думаю, четко обозначил это понимание наш президент, сказав о том, чтобы раз в полгода каждый военнослужащий имел право пойти на побывку ровно на 14 дней без учета дороги, которая уходит на то, чтобы добраться домой. В этом ключе, я думаю, что понимание достаточно, в общем-то, ясное. Все этого именно и хотят, потому что родные, конечно же, хотят встретиться со своими служивыми, со своими военнослужащими, мужьями или сыновьями, для того, чтобы еще раз обнять, поддержать. Отдельно наши общественники и парламентарии остановились на теме газификации. Президент заявил о введении постоянной бесплатной газификации для россиян. Впервые было объявлено президентом идея не только бесплатной газификации для жителей России, но и социальных объектов. Школ, садиков, больниц. В свое время мы газифицировали Троицко-Печорский район, газифицировали котельные. А если сегодня речь идет о том, что можно бесплатно газифицировать социальные объекты, это безусловный плюс и возможность неким образом развивать жилищно-коммунальное хозяйство.